зрабіць выводы. І я пастараюся зрабіць некалькі з іх. Тому что Народный фронт и демократичные лидеры говорили постоянно. С 88 года вы памятаете, что покуль будет коммунистичный режим у Беларуси, не будет ніякой демократии, ніяких реформов и ніякой свободы. Слухали, кожны думал по-своему. И вот история подтверждает правильность этих слов. Другое, что говорилось постоянно, и над чем мы постоянно думали. Покуль мы не будем свободными, покуль не будем иметь незалежности и суверенитету, так само не будем иметь ничего. Не будем иметь ни реформу, ни полепшения життя, ни развития нашей культуры, ничего. История так само это подтверждает. Потому что этот путь, это было растоптание. Они имкнулись растоптать наш гонор, растоптать наше усведомление незалежности. И они не лечились и знали, мы не маем ничего, ни законов, ни обходных конституционных деклараций, это только декларация. Мы не маем ни нашего войска, мы для них никто, мы для их разь. И они так с нами хотели и поступить. Мы повинны робить с этого выводы. Третий вывод, який мы уже можем зробить. Неколи Вольтер сказал, что мне не подобается, что вы говорите, але я готов отдать життя за то, как вы имели право это говорить. Это принцип демократии, принцип свободы человечей, поваги, поважать человека, значит, приймать таким, как он есть. Мы не підтримуємо політику Горбачова. Ми ведаем, як вона провалилася. Його політику з Чорнобилем, його проімперську політику з Совєтським Союзом. Усе це ми критикували і показували. Але коли до влади вирішила прийти кривавая хунта бандитськими методами, то справа уже не у політиці Горбачова, а справа у легітимності його влади. Справа у демократичному принципі, для яких ми змагаємося і живемо. Он має відповідне право, дароване йому законом. І ми це право обороняємо. Тому що і це і наше право, і основа нашої правової держави, за яку ми виступаємо. Може здаритися так, що хунта, а напевно, і не потерпить пораження. Я помилився, я казав, що протримаються максимум тиждень, але протримаються вони менш. Так ось на этой хвалі, коли были уже человечие ахвяры, и коли столько у нас было напружения, можно здариться так, что союзный договор, який нам петля на шию, будет принятый на ура и не критично. Я хотел бы застеречь нас усіх, потому что мы повинны памятать, что Горбачевская это одна группа, а эта, якая пришла и хотела прийти, это другая группа. Яны одного кореня, только одни бандиты, так сказать, криминальные, а другая, як кажуть, ну, мафия партийная. И мы повинны это завсёды памятать. Я хочу с вами поделиться своей интуицией. И она мне не покидая у всех эти 3 дни. И чему хочу поделиться, потому что многие мои коллеги выказывают то, что думаю и я. Шановні люди, мне не покидає адчування нейкого дьявольської змови. От усього того, що відбувається, нечто тут нечисто, нечто тут було заранее предугледжено. Тому будьте осторожними. Хунта пойде, вони будуть судимі, але будемо осторожні, каб тие, які ввели нас увесь час у петлю смерті Чорнобиля, вели нас у петлю этого колониального договора, как они под наше ура, как они на бойню нас не завели в тупик, куда вели уже так само 6 годов. Да мы будем осторожны, и я хотел поделиться с вами своими сомнениями и застерегчи. Тут говорили об тем, як поводили себе наши керівники, як поводили керівники Верховного Совета, и які были поводины у бюро ЦК. Так вот, сегодня мы были у Президиума Верховного Совета и особисто
звярнуліся да спадара Дементея з наступным зваротам. Это нота. Я зачитаю тут два абзацы. Старшине Верховного Совета БССР Дементею и Президиуму Верховного Совета 21 жніўня 91 года. Сёння усяму свету зразумела, что группой службовых особаў в Москве здзейснена военно-номенклатурная змова супраць законно выбранной державной улады як у СССР, так и у союзных республиках. Позиция чакання, занятая вами, з'является фактично пособництвом дзеянням державных злочинцев, якія организовали антиконституційный переворот и імкнуцца усталяваць Украине режим военной диктатуры. Мы вымушаны папярэдзіць вас об тым, что адмова ад неадкладнага склікання нечарговай сесіі Верховного Совета БССР, ухілення ад рашучого асудження путчу, замароджвання з афіцыйнай заявай аб супрацьзаконнасці ўсіх рашэнняў і указаў так званого Державного комитету на территории Белорусской ССР з'являецца по сутнасці садзеяннем у злачынстве. Белорусский народ добра памятае жудасныя злачынствы сталинской диктатуры и не даруе патурання тым, кто зноў імкнецца растаптаць яго суверэнітэт и свободу. Эта нота была передадена спадару Дементею пасля обеда, но отказу не было ніякого. Это было лепетанне. Але отказывать придется, шановные люди. А то, что это так, я вам откажу на тое пытанне, якое тут задавалася. Яно ўжо передадено по радио, и у меня есть записка от спадара Малиновского, який з'являється оглядальником газети «Добрый вечер», який пише наступне. Апошнія звесткі, які атрымала редакція «Доброго вечера», уже офіційно по каналах ТАСС у 17:15. Путчисты запросили політичного сховища у Ливии. Прошу внимания. Это еще не все. Самолет, на яким вылетело 8 змовщиков, спробовали затрымать у Киргизии. Але самолет з ими вылетел за межи СССР, подлетел до межи у Ливии, и апошние звестки, что Каддафи отмовился их принять. Это еще не все, прошу вас. Тише. Поведомлено, что вечером Горбачев повинен быть в Москве и магчыма выступить о 21 године по центральному телебаченню. Есть так само меркаванне, что и гэты самолет с путчистами завернуты назад, и магчыма яны сегодня будут и арыштаваныя. Будем, так сказать, следить за радием, телебаченнем и за стояла еще вельми темная, зловесная и организованная сила, якая не спынется ни перед чым. И нам, белорусам, повинно больше, чем кому быть вядома, что это за организованная темная сила. Бо яна тут найбольш и дислокуется. Одиная компартия, якая приняла открыто подтримку путчистов, это КПБ, и опубликовала свою заяву. И одиная республика, якая фактично у своей непристойной, я бы сказал, низкой заяве, с двойным сенсом, фактично признала гэты самазванный комитет. Усё гэта надруковано, ад гэтага не адмовішся, і за гэта трэба несці адказнасць. І мы павінны памятаць, што калі мы і надалей будзем так чакаць і спадзявацца, што нехто нам прынясе свабоду, нехто нам даст суверэнітэт, што парткомы самі пойдуць з заводаў, нічога не будзе. Мы павінны памятаць зараз, зрабіць вывады з гэтага путчу, на якім краю мы знаходзіліся, и брать наше жыццё, нашу свободу, нашу будучыню у свои руки. Калі у нас это будзе, у нас будзе будучыня. Жыве Беларусь!